По словам специалистов, за последние 5 лет популяция шакалов по всей республике увеличилась в разы. Очень часто они выходят на республиканскую трассу и даже приближаются к домовладениям людей. Как отмечают сельчане, из-за нападений диких животных они несут большие убытки. К примеру, у жителя села Лашкиндар Риваза Басария в течение года волки и шакалы загрызли более 10 голов скотины. Агыгшык цесит бгаладжква, пыджмаква. Ара хвоя налагалаке ахакуршана гамя храк ареалагот. Ара хвахайбармла зуи ашталара тахзам. Уи камыз шепхаза ажхаква жагалква. Шуксык ибжаги рюнец қала сарасхатыжбо. Жахах. Акхазалым хзаквана басага мендирджет. Акуж мазка уже мзги вимзраqa развет самашурqa намцазаца хазухтана брасыт фкрфет уштевимз qazwet уя мыштагагирт абгаладжква урт я эдглар актив адр швед яшани ухозар шбахбе занагаме аж якшот шудер якшот ира абсани кажна габыге яхдырзом акуж маразка сурти хаят шахайдр хабхазара акаметгоб шапуло неома мишинало неома ами يوجحويد أنا يوجحويد أنا يوجحويد أروح مارجس ريش طلعت حنونا برقل وصل سازوم هيبوش توخ ما يبوش كوما زروب ما شاك كوما زروب. В последнее время в Ачимчирском районе также зафиксированы случаи нападения диких животных на людей. Так, недавно жителя села Пакуач Джарназа Чичхаля прямо во дворе собственного дома укусил волк. В селе Паквеши, в Ачимчирском районе, в семье Чичхаля Джарнаса был произведен укус шакала. Мы его отправили в больницу, конечно, как полагается. И ветеринарная служба, конечно, сразу же приняли все необходимые меры. Они проводили массовую вакцинацию крупнорогатым скотам в этом же селе. И уже как-то по объему, пошире взяли на обработку, провакцинировать пошлых животных, то есть собак-кошек. Я хочу обратиться к нашему населению, к нашему народу, чтобы к этому очень серьезно отнеслись. Ко всем этим людям убедительная просьба. Недавно мы проводили тут отстрел этих диких животных. Как бы было прекращено, обязательно будем продолжать эту работу. Как отметил Ахра Амичба по поручению премьер-министра Валерия Абганба, программа по отстрелу шакалов и волков будет продолжена. Кама Адлиба, Саид Джарсаля, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.